Для каждого российского человека День Победы был, есть и останется мерилом мужества, величия, силы духа простых людей, их верности Родине, их надежности в самые страшные годы для страны. Прошел 71 год с того неповторимого весеннего дня, когда за героизм, за непокорство, за миллионы непрожитых жизней была дарована нам великая победа. Но эти годы не властны над народной памятью, и чувства всегда вперемешку. Это и гордость, и восхищение, и боль, и глубокая признательность за светлый майский победный день. Традиционно праздничные мероприятия начинаются с торжественных митингов и возложения цветов к памятникам героев Советского Союза. Сотни людей с разноцветными шарами и цветами пришли к бюсту Александра Матросова. На митинге всех присутствующих поздравил участник Великой Отечественной войны Иван Иванович Фролов. Ему в этом году исполнилось 100 лет. Иван Иванович дошел до Берлина и видел все страдания и ужасы фашизма, а потому сознанием дела заявил всем: радуйтесь каждому наступившему дню. Я что могу пожелать этому поколению вашему? Вот. Здоровья, радость, вот. Радость, вот. Чтобы небо было чистое, чтобы выглядели как сейчас вот. Торжественные церемонии возложения цветов сопровождаются минутой молчания в память всех погибших в 1941-1945 годах. Минута молчания – знак почтения всем людям, отдавшим свои жизни за то, чтобы сегодня у нас над головой было мирное небо. А возложение цветов к памятнику – это особый ритуал. Каждый, кто приходит сюда, вновь и вновь переживает тот внутренний трепет, который не сравним ни с чем более. День памяти, день скорби, священный день. Наверное, мы все в это время становимся немного другими, забываем о распрях и противоречиях, сплачиваемся, понимая, как хрупок этот мир, который защищали наши деды. Александр Матросов пал смертью храбрых в феврале 43-го. Его подвиг держал в голове каждый солдат, и потому просто не мог сделать ни шагу назад, а только вперед, только к победе. Действительно, наш общий долг – помнить о погибших на полях сражений, не оставлять ныне живущих ветеранов без заботы и внимания. Их жизнь – нравственный ориентир для молодежи, для всех поколений жителей нашей страны. 9 мая – это нечто большое, это огромный праздник, его отмечает весь мир. Также в Германии, везде это, в Берлине. Наши деды воевали за нас, чтобы мы жили, и мы должны быть благодарны им. Я желаю всем ветеранам здоровья и чтобы они прожили долгую и счастливую жизнь. Не надо забывать ветеранов, постоянно их поздравлять. Вот мой дед тоже воевал, но его уже нет, умер. Мы его помним также. Хочу поздравить всех с этим праздником погибших людей. Вдумайтесь в эти пожелать цифры. мирного неба над головой. Это как бы радость для ветеранов, то, что нет войны. Победа. Война – это вообще когда чистое небо над головой, то, что наши прадеды воевали. Мой прадед тоже воевал, он был фронтовиком. Уже ровно 71 год, как была война. Очень здорово то, что наши прадеды воевали и защитили нашу родину. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропал. Это правда. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.